Итак, здравствуйте, многочисленные коллеги. Мы приветствуем вас на площадке Московского мультимедийного пресс-центра Международного информационного агентства «Россия сегодня». По радостному событию мы сегодня встретились. Наш коллега, друг, товарищ Кирилл Вышинский на свободе. Он здесь, он расскажет вам все. И вы зададите вопросы. У нас время, сразу предупреждаю, очень строго, до 11:15. Поэтому, пожалуйста, не растекайтесь мыслью по древу, не надо нам заявлений, ничего, нужны вопросы и интерес к судьбе Кирилла и к его истории. Для начала, пока Кирилл выдохнет, вздохнет, я бы хотел предоставить слово Дмитрию Киселеву для того, чтобы начать наше мероприятие. Дмитрий Константинович, пожалуйста. Спасибо, Искандер. Ну, я здесь точно не главный герой этой пресс-конференции. У нас есть Кирилл. Если какие-то вопросы касаются агентства, я готов буду ответить. Кирилл, добро пожаловать в родной коллектив, в родное сообщество, в родной город и в отечество, в страну. Это Россию. Это единственная страна, которая билась за Кирилла Вышинского. И мы вместе одержали общую победу. Спасибо. Кирилл, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я хочу начать с того, чем, как правило, заканчиваются большие романы, книги и так далее. Я хочу начать со слов благодарности тем, кто приложил огромные, как я считаю, усилия для того, чтобы я оказался на свободе. Но в первую очередь это то корпоративное сообщество, российские журналисты, европейские, мировые журналисты, поскольку я видел заявления и Международной федерации журналистов, и Европейской федерации журналистов, всем тем, кто потребовал, чтобы я, как журналист, в тюрьме не находился, поскольку вины на мне нет, и это было очевидно для тех людей, которые были знакомы с моим делом, хотя бы даже минимально. Поэтому спасибо огромное всем тем людям, которые поддержали меня, которые боролись за мой выход. Спасибо огромное, естественно, Министерству иностранных дел Российской Федерации, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я написал в феврале, наверное, текст, который назывался, не помню название, где я сказал, что я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Поэтому спасибо человеку, который первым сказал об этом из политического истеблишмента, который боролся за меня. Ну и, естественно, спасибо всем тем, кто помогал ему в этой борьбе, кто бился за мое освобождение. Отдельное спасибо и Сергею Викторовичу Лаврову, который очень сильно поддержал меня в мой день рождения, когда сказал, что ну точно меня не бросят. Я бы здесь добавил, еще назвал бы действующего президента Украины Зеленского, потому что при Порошенко это было бы невозможно. И это было невозможно. Все-таки то, что Кирилл с нами, это результат договоренности двух лидеров. Ну, да, без сомнения, но тут бессмысленно скрывать, что это политическая история, и мое освобождение – это результат политических усилий. И естественно, что я прекрасно понимал, что если Петр Порошенко выиграет выборы на Украине, то я буду сидеть и дальше. А если проиграет, то в моей судьбе возможны изменения, на которые я рассчитывал. Так оно и получилось. Поэтому у меня было протестное голосование. Я сразу предвосхищаю этот вопрос, он звучал несколько раз. Я голосовал против Петра Порошенко и, естественно, против его политической силы уже на парламентских выборах. Я готов ответить на ваши вопросы. Единственное, я хочу вас предупредить, коллеги, что я по-прежнему нахожусь в статусе обвиняемого, а это накладывает на меня определенные обязательства перед судом и ограничения. Поэтому, если я буду ссылаться на эти ограничения и не смогу ответить на какие-то ваши вопросы, ну, примите это как данность, поскольку есть такие вещи, как тайна следствия, как стратегия и тактика защиты, которая тоже предполагает определенную конфиденциальность. Поэтому, пожалуйста, дамы и господа, я жду вопросов.
Да, пожалуйста, вопросы. Как уже Кирилл сказал, с уважением и к Кириллу, и к украинскому законодательству. Пожалуйста, кто хочет? Да, нужно представиться, и к вам поднесут микрофон. О, давайте с тыла. Да, добрый день, Кирилл Валерьевич, Дмитрий Константинович. Я Кирилл Кривошеев, газета «Коммерсант». Мой вопрос, их сразу два на самом деле. Во-первых, Кирилл Валерьевич в течение всего следствия как бы очень скупо комментировал, и российские СМИ тоже достаточно осторожно говорили о медали за возвращение Крыма. Все-таки можете рассказать, есть ли у вас эта награда и за что вы ее получили, и можно ли вас назвать однозначным сторонником вхождения Крыма в состав Российской Федерации, то, как это произошло? И вопрос обоим спикерам, в том числе Дмитрию Константиновичу. Вот как вы считаете, не получилось ли так, что российская медиакартинка с возвращением с обмена получилась проигрышной по отношению к украинской, потому что там были родственники, было очень много эмоций, а в России, во Внуково даже не приехали встречать родственники, их почему-то не пригласили, Спасибо. видимо, других Понятна мысль. обменивают. Я думаю, уже можно ответить. Итак. У меня есть государственные награды Российской Федерации. Я попрошу сейчас, если можно, вот там мой коллега Евгений Королев, у него портфель, я покажу вам один документ. Значит, да, у меня есть награды Российской Федерации. Я получил их за свою журналистскую деятельность. Я считаю, что в чем-то я их заслужил, в чем-то это большой аванс. Если говорить об этих наградах, этим мне больше всего пеняют на Украине, то я просто хотел показать обвинительный акт, это документ на 78 страницах, в котором эти награды в качестве предъявленной мне вины не упоминаются. То есть у государства Украина ко мне по этому поводу претензий нет. А этими наградами, я горжусь. Потому что за более чем 15-летнюю, почти 20-летнюю деятельность на Украине у меня наград не было. Никаких. Я получал иногда, это были наши общие награды, когда мы работали еще на Украине вместе с Дмитрием Константиновичем на телеканале ICTV. Все, лично я каких-то знаков отличия не получил от Украины. От России получил, поэтому к ним отношусь соответственно. А если, знаете, можно я, Дмитрий Константинович, если вы не возражаете, я бы на второй вопрос ответил. Я не знаю про картинку. Я понимаю, что, наверное, картинка очень важна. Но вы знаете, я когда посмотрел украинскую картинку, как встречали в Украине, и я видел людей, с которыми летел, это естественно. Нас построили перед отлетом, пересчитали по головам. Знаете, на чем я поймал себя, на какой мысли? С украинской стороны выходили из самолета люди призывного возраста, мужчины. Никто не должен, я, например, против, чтобы люди сидели в тюрьмах. Я посидел в тюрьме, я понимаю, что свобода – это очень большая ценность. Но с одной стороны, вот эти люди, выходившие из самолета, это были мужчины призывного возраста. А со мной в самолете летели женщины, старики, так, хорошо за 60. Причем люди, которые, поверьте мне, да, я был на свободе, я успел переодеться, слегка побриться и так далее. А это люди были с баулами, в немарких спортивных брюках и майках. То есть я точно понимал, что они, я знаю даже из каких коридоров вышли. Я не уверен, что пиар, он как-то соотносится со словом гуманизм. То есть с моей точки зрения, эти люди, которые были рядом со мной, их освобождение точно акт гуманизма, за который боролись. А мужчины призывного возраста, которые сходят с трапа, слушайте, мужчины призывного возраста, они и понимают, какая ответственность на них лежит. В том числе на военных, когда они совершают какие-то действия. А какие совершали преступления женщины, которые летели со мной, я не знаю. Я не уверен, что они совершали преступления. Они получали статьи, получали подозрения, обвинительные акты, как и я. Поэтому картинка важна, но мне кажется, что гораздо важнее реальный гуманизм, который был заложен в том, что эти люди вышли на свободу. Женщина с трясущимися руками, которая вилкой пыталась попасть в судок во время полета. Видимо, у нее сахарный диабет. Так я
оценил. Я не врач, конечно, но так, визуально. Поэтому, ну, может, в чем-то в пиаре проиграли, но выиграли в главном. В том, что эти люди на свободе, они с родственниками не обнялись, об их здоровье позаботятся, ну, точно лучше, чем в тюрьме. Это я тоже хорошо знаю. Поэтому мне кажется, что... Ну да, Кирилл. Не об этом нужно думать, не о пиаре. Там большие мастера шоу, спектакля, это мы видели. И вот я вспоминаю сейчас это встречу Надежды Савченко, как они ее встречали, какой был грандиозный спектакль. И во что это буквально неделями превратилось. То есть у нас все как-то С стабильно. Надей мы пересекались в коридорах. И я видел, как она выезжала на суды. И тоже это, конечно, было потрясающе, поскольку ну, человек, герой Украины с официальной наградой, и вдруг 258-я, терроризм, ну и весь букет. Ну, слушайте, ну вот да. И где был пиар, и где была Савченко? Понятно. Тут у меня в тылу назрел еще вопрос, да, я сейчас дам слово. Вот, пожалуйста, молодой человек. Да, здравствуйте, Виталий Молев, портал live.ru. Во-первых, Кирилл Валерьевич, с возвращением. Действительно, очень радостная новость. И у меня будет к вам 3 вопроса. Вот Это много. Ну, я быстро. Хорошо. Лучше не быстро, лучше коротко. Да? Хорошо. Давайте сначала один, а потом посмотрим. Коротко. Хорошо. Вы заявили в интервью, что собираетесь ездить на суды в Украину. Вот скажите, почему вы приняли такое решение и не опасаетесь ли провокаций? И также вопрос, когда вы прилетели на самолете, сходили в Отстрап, что вы почувствовали? Было ли чувство, что вернулись домой? И когда вы заступаете на работу и где? И остаетесь ли вы в РИА Новости Украины? Спасибо. Ну, я по-прежнему главный редактор портала РИА Новости Украина, хотя редакция разрушена. Да, у меня вообще было такое ощущение, когда я уже потом видел картинку обыска, что и читал, так сказать, что изъяли. У меня было такое ощущение, что да, конечно, было важно меня арестовать, посадить в тюрьму, но еще не менее важно, наверное, было просто разрушить работу редакции, поскольку были изъяты все диски, все системные блоки были разукомплектованы, это превратилось там за 3 часа обыска в груду металла. Хотя, ну, это потом никак не было использовано в материалах дела. То есть вынули, складировали, но даже, мне кажется, не анализировали, не считывали оттуда информацию. То есть делали, просто ломали, а не искали. Ломали просто для того, чтобы поломать. Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, то буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт. Знаете, я для себя такую формулу вывел, что опыта не бывает плохого либо хорошего. Он бывает там драматический, трагический, комический, какой-то, так сказать, там окрашенный какими-то эмоциями, но он опыт. Это прожитая часть моей жизни, это встреча с людьми, это понимание того, что происходит в стране, поскольку я видел это не только там из кабинета главного редактора, а и из другого места. Это новый взгляд, новое видение. Поэтому я уверен, что, что мне это пригодится, мне это понадобится, что точно есть что рассказать. Да, я бы хотел коротко добавить. Я наблюдал за работой, читал ваш сайт, находясь в Киеве. Я считаю, что это был большой удар по украинской журналистике, потому что я заявляю, что это была образцовая СМИ, которая подавала по классике информацию с обеих сторон. И вот на следствие, как я понял, да, они оторвали вот свою сторону и взяли то, что могут подвергнуть сомнению. Поэтому украинская журналистика, конечно, плохо в связи с этим. А кто там еще с вопросом сзади? Да? Пожалуйста, мужчина. Только, пожалуйста, без заявления, с вопросами. Иван Александрович из газеты «Советник президента». Сегодня утром, пока я покупал газету, обратил внимание, что не только пресса обратила внимание на сегодняшние события. Вот у меня кружка с вашим именем. Кирилл.
А мы её Разверните. В мотиве что-то. Кирилл. Она не пустая, она свободна от всякой жидкости. И ее можно использовать время от времени, используя как глоток спасибо. свободы. Смотрите, у Акт меня есть, передачи. Искандер, мы сейчас здесь, как есть такое понятие в журналистике, мелкотемье. Мне кажется, есть главный вопрос, который вот, как мне представляется, главным, который нужно задать. Дима, Да. кружка и для вас. Все. Ну сейчас мы, ребят, вот отправьте, Вопрос, да, потому что отправьте коллеги вот ждут. Есть по вещи, рядам, не которые хочется удобно тратить на делать это время. вдвоем. Это для Я прошу чаепития. прощения. Смотрите, Да, останемся в формате пресс-конференции, пожалуйста. Вот у любого поступка есть два мотива, как минимум. Один, который красиво выглядит, а другой настоящий. Как вы думаете, вот какой мотив использован сегодня? Использован сегодня, что вы имеете в виду? Давайте я понял ваш вопрос. Я просто уточню его. Очень хороший вопрос. Кирилл, зачем вы были нужны Порошенко и как вас прессовали в тюрьме? Вот это, мне кажется, Хорошо, очень... да. Ну, действительно, я люблю эту фразу, что в любом большом деле есть два мотива. Один благородный, другой настоящий. Про настоящий мотив я понял в день обыска, потом задержания, буквально 3 часа дня. То есть, я сидел в комнате, проходил обыск, значит, и адвокат, который присутствовал, значит, показал мне заявление о том, что Вышинского бы неплохо уже обменять на кого-то. Вплоть до того, что назывались конкретные фамилии, в том числе фамилия Сенцова. Я сижу в комнате, незакончено процессуальное в собственной квартире. Да, в собственной квартире. Незакончено процессуальное действие. Идет обыск. Мне не предъявлено никакое обвинение. Я вообще в этот момент ни в чем не виноват и даже не обвинен, да, и не подозреваемый. А меня уже на кого-то меняют. Мне сразу стало понятно, что к праву это не имеет никакого отношения. Поэтому, когда я увидел, значит, так сказать, там и сформулированные мне претензии со стороны СБУ, я понял, что никто меня не собирается судить, да, по этим претензиям, что у них другая цель. Значит, я должен сидеть в тюрьме, и меня должны обменять. Более того, не просто меня должны обменять, при помощи меня должны давить. Потому что ко мне приходили несколько раз украинские политики и предлагали, загибая пальцы, написать заявление на обмен. Потом, когда я отказался написать заявление на обмен, потому что я сказал, что я не понимаю, что это такое. Что это за юридический акт или политический акт? Что это? Объясните мне. Мне сказали, слушай, ты напиши, да, а там оно как-то рассосется и так далее. Но я сказал, что нет, я, к сожалению, или к счастью, в такие игры не играю. К сожалению, для вас, к счастью, для себя. Поэтому я хочу понимать, мы разговариваем в тюрьме, если есть ко мне какие-то юридические претензии, предъявляйте их, да. Если нет, выпускайте. А вот что-то такое расплывчатое, непонятное, это будет политическое решение. Нет, я этого не хочу. Потом мне сказали, что вообще мы переговоры-то вести можем? Я говорю, не знаю. Может и можем. Хорошо. И мне передали через адвоката предложение провести пресс-конференцию, на которой я бы покаялся, подтвердил бы все те обвинения, которые мне предъявлялись в подозрении. И мне сказали, что понятное дело, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, там ты встретишься с женой, с матерью, все у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался. А когда уже дело было ближе к весне, то мне сразу сказали, что никакого, даже если будет суд, то никакого оправдательного приговора я могу не ждать. Он будет всегда только обвинительным. Ближе к весне мне сказали, что ты видишь, так сказать, идут какие-то политические процессы, давай ускорим их быстренько. Я говорю, в смысле, где политические процессы? А тебе нужна простая вещь. Ты идешь на сделку со следствием, признаешь свою вину, тебя помилуют, и все. Аля-улю, гони гусей. Я и от этого отказался. То есть делали некие предложения, держали меня как обменный фонд, пытались этим шантажировать высшее руководство Российской Федерации. Хотели выпихнуть на Запад. Правильно? Предложили.
наверное, нет, понятное дело, что, может быть, хотели... Сейчас я уже понимаю, что там все время какие-то были шарахания, с одной стороны. Не получается обмен, ну давайте сделаем из него, так сказать, покаявшегося русского пропагандиста, да? Значит, ну не получилось, потому что пропагандистом себя не считаю себя журналистом. Ну, очень теплые и лестные слова от Искандера, но действительно мы работали по стандартам. Поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы, да, дела и предъявленные мне обвинения, я был спокоен. Ну, потому что, ну, это был бред. Но более того, сами это люди в СБУ осознавали, что это как бы, ну, такая, мягко говоря, абсурдная история, потому что, ну, меня арестовывали в порядке, так называемой, порядке 208 статьи, когда человека берут... В Украине, в чем отличие украинского законодательства от российского, чтобы было понятно в этих аналогиях. Значит, все решения принимает суд. Если в России следователь еще является процессуальным независимым лицом, может принимать какие-то решения, да, то в Украине все через суд, и только не через суд в неких исключительных случаях. Вот 208-я – это когда тебя взяли на месте преступления с окровавленными руками, и вот как бы там, или с чем-то, с результатами, там, материальными ценностями в результате ограбления полученными. То есть, когда на тебя указывают свидетели, ты на месте преступления. Меня брали по 208-й, потому что в этот момент выходил один из материалов. Я говорю, ребята, а в чем преступление? Этот материал назывался... Значит, атака на УПЦ, где было две точки зрения украинцев, украинского политолога, который сомневался в том, что украинская церковь получит автокефалию, и прогнозировал, как Порошенко будет выходить из этой ситуации. И позиция тогда украинского киевского патриархата, который на чем свет стоял, значит, крыл Россию за вмешательство. Я говорю, ребята, а где здесь подрывная деятельность против Украины и в чем я подыгрываю Российской Федерации? Если мы даем позицию двух украинцев, которые обсуждают внутриукраинскую проблему, и при этом одна из этих сторон, почем зря кроет Российскую Федерацию. Абсолютно незаслуженно, кстати. Но они сказали, мы дали. Ну, когда дело дошло до обвинительного акта, этот эпизод даже не включили в обвинительный акт. И мне сказал, так сказать, человек, говорит, ну хорошо, одним эпизодом будет меньше. А там все такие эпизоды. То есть, если меньше, то все меньше. Потому что 72 статьи, которые опубликованы, как там было записано в обвинительном акте, на подконтрольном мне сайте, должны были, а вот сейчас пауза, да, должны были в конечной цели, там, как было написано, нет бумажки, я бы процитировал, значит, конечной целью этой моей деятельности, публикации этих статей, было полное уничтожение независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, вплоть до полного поглощения ее Российской Федерации. То есть секретное оружие фюрера – это я. Да? В том смысле, что вот это 72 статьи опубликовали, и исчезает с карты Европы страна, крупнейшая по территории в Европе, да, потому что, ну, вообще-то как бы Россия, но Россия, она в Евразии, а целиком Украина полностью в Европе. Она крупнейшая, у нее армия почти 200-тысячная, 300 тысяч полицейского аппарата, но я называю старые цифры, потому что новые за последние 1,5 года я просто-напросто не знаю. Ну, в общем, 500 000 примерно, это СБУ, прокуратура, МВД, значит, которые защищают национальную государственность, и появляется Вышинский, 72 статьи, ну, еще там пяток сверху, да, просто его взяли на взлете, а так-то он так должен был еще опубликовать, и все, и нет Украины. Вот просто ее нет на карте. Ну, слушайте, ну как с этим можно вообще разговаривать? Как с этим можно в суд идти? Поэтому было понятно, что в суд никто с этим по-хорошему идти не собирается. А если собирается идти в суд, то этот суд будет 100% управляемым, контролируемым, где будет принято то решение, которое спустят сверху. Поэтому я всегда говорю о том, что, ребята, ну это абсурд, то, что вы мне инкриминируете. У меня уже заканчиваются в этом смысле эпитеты. И я прекрасно понимал, что если политическая ситуация не изменится, то, ну, значит, вот они там решат, и потом в идеале, ну, не в идеале, как минимум 12 лет. Кирилл, а следователи все время сохраняли вот серьезный вид, когда вот ты указывал на абсурд и так далее? Потому что я разговаривал с некоторыми другими узниками, так сказать, они говорили, что следователи им как бы подмигивали. Ну вот у меня такая задача. Ну ты же понимаешь, мы это... Или с такой звериной серьезностью все это дело шло? Ну,
Даже в Следственном управлении СБУ по Крыму и Севастополю с дислокацией в Херсоне, такое виртуальное управление, значит, которое дислоцируется, занимается виртуальными делами по Крыму и Севастополю, были разные люди. И, ну, как бы, я не могу сказать, что мы вели там задушевные разговоры, но по крайней мере, они сохраняли серьезность, хотя в какой-то момент мне сказал один исследователь, что, вы знаете, ну, понятное дело, что мы можем там спорить о политических взглядах, но то, что вы делали, вызывает уважение. Я понял, что, наверное, так сказать, эти люди, ну, осознают, что происходит, да, ну, как бы они при погонах. Это серьезный комплимент. Ну, мне все время не следователь. Следователь понимал, ну, следователь, они понимали, что это дело не их компетенции. Ну, то есть они, так сказать, работают, да, создают, так сказать, антураж, но все равно, что решение принимается не ими. Поэтому вот от этих, то есть все предложения, которые я получал, все мне делали политики, которые вообще-то, по идее, ни на суд повлиять не должны были бы, не принимать какие-то решения правовые, но все предложения, там, связанные там, с заявлениями, с закрытием дела и так далее, там, или с любым правовым решением моей ситуации, я получал от политиков. Вопрос о Понимаете? фамилии. Нет, смотрите, я просто какие-то фамилии не могу назвать по одной простой причине, потому что я не от них получал. Мне часть предложений передавали через адвоката. Он разговаривал, поэтому, ну, я сейчас не хочу просто его в этой ситуации делать как бы там. Это при всем при том, кстати, я-то сейчас, конечно, на свободе, мне это полегче, но давление шло и на моего адвоката. Ну, представьте себе, он приезжает в Херсон, у нас очередное заседание, он входит в зал суда и получает звонок о том, что у него дома, у матери и у его коллеги, значит, проводится обыск. Андрей Даманский. Да, Андрей Даманский. Вытащили какое-то там старое дело. Значит, ну, он тоже должен был, по оценкам прокуратуры, должен был работать по-крупному. Он там руководил, якобы, так сказать, там влиял преступно на фонд госимущества, ну, там такие масштабные хищения и так далее. То есть выдали какую-то старую историю, в которой он принимал участие как юрист, консультировал. Значит, и история 13. У меня были эпизоды, в основном эпизоды у меня были 2014 года, а у него 2013 года. Ну да, значит, здравствуй, мама, мы проснулись. В 2019 году вспомнили, там, чего он натворил в 2013. Понятно было, что это элемент давления, он получал повестки, значит, более того, это вообще было смешно. Он мне потом рассказывал, что он подходит к зданию СИЗО, он должен зайти ко мне, значит, навстречу. Ему звонят из прокуратуры, мы вас вызываем. А как человек, который находится под подозрением, он не может отказаться от явки в прокуратуру, потому что это тут же нарушение правил, ну, в общем, нарушение установленных норм по отношению к нему. Он должен по первому вызову являться по решению суда, когда ему определили залог. Значит, он подходит к воротам СИЗО, получает звонок, разворачивается и уходит. Ну, понятно, что они это делали, потому что знали, куда он идет, с кем он должен был разговаривать, что он должен был делать. И просто, ну, так, по-мелкому вот так вот Кирилл, мешали. я слегка злоупотреблю своим служебным, так сказать. Сейчас, я прошу прощения. Просто мы же хотим услышать, наверное, вопрос, а так это все превратилось в большой монолог. Вот вопрос я вижу. Давайте смелее руки поднимайте, ждите микрофона. Пожалуйста, молодой человек. Герман Парлов, Федеральное агентство новостей. Кирилл Валерьевич, во-первых, с возвращением вас. Как ваше здоровье? И испытываете ли вы ненависть по отношению к тем, кто вас задерживал, кто вас угнетал? Спасибо. Как мое здоровье, не знаю. Потому что для того, чтобы понять, что с моим здоровьем, я должен пройти какой-то медицинский осмотр. За 2 дня, пока я здесь, я не успел этого сделать. Ну, бывали разные моменты. В Херсонском СИЗО были у меня моменты очень неприятные. Значит, в Киеве, на Лукьяновке уже было, как бы, так сказать, полегче. Ну да, для того, чтобы сказать, как мое здоровье, я должен для начала, на меня должны посмотреть опытные специалисты. Что касается ненависти, знаете, ну, ненависть, она разрушает того, кто ненавидит.
Поэтому я не испытываю ненависти. У меня нет этого острого чувства, особенно по отношению к тем людям, которые там, непосредственно выполняли приказы. Я прекрасно понимаю, что они приказы выполняли. И я знаю, кто эти приказы отдавал. Вот к тем, кто отдавал эти приказы, я не испытываю ненависти. Я вообще даже не могу описать эти чувства. Это люди странные. Ради того, чтобы прорваться на второй срок, затеять вот такую вот историю. Это при всем при том, что, знаете, хорошая есть фраза: не страшно, что в тебя из толпы летят камни. Страшно, когда ты в этой толпе видишь знакомые лица. А я видел огромное количество знакомых лиц, людей, с которыми я когда-то работал, был знаком. Я родился и вырос на Украине, я в журналистике с начала 90-х годов, с 93-го или с 94-го. Мои сюжеты выходили практически на всех телевизионных каналах, крупных телевизионных каналах Украины до 2005-2006 годов, то есть фактически больше 10-11 лет. Я многих людей знал в украинском истеблишменте. Я лично был знаком с Петром Алексеевичем Порошенко, с людьми из его окружения, и мне было непонятно, как можно было до этого опуститься. Это что же нужно было, так сказать, испытывать, как нужно было хотеть прорваться во второй раз, чтобы пойти вот на такую историю. Потому что было понятно, что у Петра Алексеевича больших достижений нет. Потому что человек, который рассказывает о том, что он создал самую крупную и самую сильную армию в Европе, а при этом зарабатывает на этой армии, просто воруя у нее, воруя, это же не, причем это не мои выводы, это журналистские расследования моих коллег украинских. Это дела в ДБР, Державному бюро расследований, то есть Государственном бюро расследований. Чем они закончатся, не знаю, но факты есть, журналисты их опубликовали. С армией у него не получается. Мова церковь тоже все очень такое, мягко говоря, большую заслугу себе не поставишь. Экономическое положение в стране хуже некуда. От 7 до 10 миллионов человек уехали за эти 5 лет зарабатывать за рубежом. Эти люди денег присылают в страну в 4 раза больше, чем туда заходит западных инвестиций. Но это же не инвестиции, они же присылают своим родным, близким, которые после этого платят коммуналку, которая выросла в разы, которая просто-напросто шокирует украинцев. Это самая большая проблема, с которой сейчас будет заниматься новое руководство страны. И у человека предъявить нечего, а нужны какие-то победные реляции. Обмена, кстати, не было с декабря 2017 года. Вот нужно было что-то предъявить, что-то, так сказать, яркое. Решил таким образом. Мне казалось, не потому что меня это лично задело, я думаю, что я бы точно так же к этому относился, если кого-то другого арестовали, поместили бы. Да? Потому что, мелко это как-то. Это вызывает, только чувство, какой-то жалости к этому человеку, который так хочет, что готов пойти на подлости. Хорошо, вот он такой, что? Да. Бог судья, как говорится, и все. Да, Бог судья. Вопросы, пожалуйста, тут вот. Фернандо Салсини, агентство АЭФа, Испания. Я хотел бы сделать вопрос. Сейчас в эти выходные был сделан важный шаг, обмен 35 на 35. Мне кажется, это вполне себе такое серьезное событие. И я хотел бы знать ваше мнение. Насколько этот шаг будет поворотным моментом, насколько это поможет немножко разрядить ситуацию между Украиной и Россией, или это окажется, в конце концов, как и Минские соглашения, процесс, который в конце концов на самом деле не действует. Я понял ваш вопрос. Смотрите, мы же с вами журналисты, а не политики. Поэтому мы не понимаем, о чем политики договариваются. Мы знаем, предполагаем, да, но мы не понимаем, какие между ними как развиваться между ними отношения. Я надеюсь, что то, что произошло, это серьезный сдвиг, может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп, тектонический сдвиг в отношениях. По крайней мере, бы этого очень хотелось. Потому что, чего греха таить?
Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны, на ожиданиях мира, на ожиданиях примирения внутри страны, то есть мира физического, чтобы перестали стрелять, на ожиданиях примирения внутри страны. И, конечно же, все ждут этого. Все хотят реализации тех обещаний, которые он дал. От Порошенко ждали. Порошенко получил 50 с лишним процентов, потому что сказал, я закончу войну в 3 месяца там, или какие-то считанные недели. Поэтому он был первым украинцем, который выиграл президентские выборы в первом туре. Он обманул всех. Именно потому, что он обманывал, он и проиграл. Он обманул везде, с армией. Я уверен, что когда люди увидели мою историю, они поняли, что он и здесь обманывает. Я выступал, я рассказывал, все было очевидно. Поэтому люди ждут, люди хотят изменений. Произойдут ли они? Я надеюсь, да. Как быстро? Я думаю, что сейчас это вопрос очень риторический, да, на который точно нет ответа, потому что это невозможно предсказать. Мы все верим в то, что это произойдет. В этом смысле я разделяю оптимизм Владимира Путина, который считает, что просто нет другого варианта, что эти две страны, два народа, которые вышли из одного корня, они обречены на примирение. Каким оно будет, как, это процесс. Процесс долгий и непростой. Спасибо. Там вот скрытые камерами. Добрый день, Варвара Невская, телеканал «Россия-24». Выступите немножко вперед, если да, можно. Тут очень много коллег, это здорово, что нас так много сегодня сюда пришло. Не секрет, что одним из проявлений власти Петра Порошенко была полная нетерпимость к инакомыслию, и российским СМИ не давали нормально работать на территории Украины. Вы ярчайший пример этой политики. Наших коллег высылали из Украины, депортировали, препятствовали всевозможно осуществлять свою журналистскую деятельность. Сейчас власть изменилась, и как вы считаете, можем ли мы говорить о том, что теперь российские СМИ смогут свободно въезжать на Украину, что наши имена и фамилии будут вычеркнуты из базы миротворец, что мы можем приезжать туда, работать там, всесторонне освещать процессы и не бояться, что с нами может что-то там произойти? Спасибо. Смотрите, я уверен, что мои российские коллеги, которые предъявляли на границе российские паспорта, огромное чувство мужества. Потому что они прекрасно понимали, куда они едут, в какую атмосферу. И они ехали выполнять свой профессиональный долг. Я надеюсь, что их перестанут называть пропагандистами, а это тот штамп, который Порошенко, я так подозреваю, либо по наущению своих советников по совету, либо сам лично ввел в обращение. То есть вот если ты работаешь или сотрудничаешь с российским СМИ, ты не журналист, ты пропагандист. Это вранье. Но это вранье, которым забивали телевизионные эфиры. И я думаю, что от этого точно нужно отказаться. Я надеюсь, что у нынешнего руководства страны хватит мудрости, хватит мужества для того, чтобы пойти на этот шаг. Для того, чтобы открыть страну для наших с вами коллег, для российских журналистов. Это необходимо. Потому что, тогда об Украине узнают больше. Узнают от профессиональных журналистов, приезжающих выполнять свой профессиональный долг. Я не вижу в этом ничего страшного. Мне кажется, что это был бы сильный и мужественный ход отменить списки, снять эти санкции в отношении главных редакторов, в отношении конкретных корреспондентов, в отношении моих коллег, которые там с поездов снимали, которых там на границе разворачивали и так далее, за которыми следили, когда они работали на территории Украины, так демонстративно, чтобы понимали, что парни, на короткий поводок. Потому что мы рядом, мы все время здесь. Да. А вот молодой человек там просит. Добрый день, меня зовут Алексей Александров, я корреспондент канала «Настоящее время». У меня к Кириллу просьба прокомментировать заявление украинских СМИ. Первое заявление касалось вашего обмена. Вы и сейчас тоже сказали, что не собирались писать никаких заявлений на обмен, потому что считаете себя невиновным и, соответственно, зачем писать эти заявления. Но после обмена в медиа появились сканы, где якобы было опубликовано ваше заявление. Это фейк или это действительно вы все-таки написали? И второй вопрос касается Владимира Цемаха. Это ключевой свидетель по поводу малазийского Боинга, сбитого над Донецкой областью.
Украинские медиа писали, что именно этого человека Россия ставила главным пунктом в вопросе этого обмена. Он был очень нужен для того, чтобы, ну, в общем, оказаться на территории России, российской стране. Я хотел бы спросить у вас, знаете ли вы что-то об этом, можете ли как-то прокомментировать именно вопрос Цемаха? Хорошо, значит, давайте с короткого ответа. Я видел Цемаха один раз, когда, один раз на протяжении часа, когда мы летели вместе в самолете. Больше я ничего о нем не знаю. Ну, то есть вот только то, что, так сказать, там было в СМИ, ключевой он фигура, ключевая эта фигура, не ключевая фигура, я не знаю. Он вместе со всеми поднялся на борт, летел и потом вместе со всеми спустился. Нормальный, живой человек, мужчина в летах, в белой футболке, в спортивных штанах. Открытый, улыбчивый, как все, конечно, слегка, как у нас принято говорить во дворе, пыльным мешком по голове ударенный, поскольку, все были в шоке, все находились в состоянии, смешанных чувств, что называется. Поэтому вот все, что я об этом человеке знаю. Что касается обмена и что касается этой бумажки. Значит, я регулярно отказывался от обмена. Более того, я, собственно говоря, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово «обмен» в отношении вас не употребляем. Речь идет о взаимном освобождении. Хорошо, сказал я, на свободу я готов. Меняться, вот как тогда сказал, что отказываюсь, так и сейчас, потому что не понимаю ни юридического статуса, ничего, да, всей этой истории. Бумага, которая появилась, она же не в СМИ появилась. Давайте вещи называть своими именами. Да? Она появилась в социальных сетях на странице пресс-секретаря бывшего прокурора Украины, товарища Луценко. Я думаю, что в ближайшее время уже будут называть гражданин по старой советской привычке, когда меняется статус. Этот человек, с моей точки зрения, мы с вами журналисты, и мы знаем, что есть надежные источники, ненадежные, достоверные, недостоверные. Вот с моей точки зрения, все, что, так сказать, он продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане. Поскольку этот человек без юридического образования, но тем не менее занимающий пост генерального прокурора, решение Конституционного суда Украины, по которому я мог выйти на свободу буквально в течение 2-3 недель, прокомментировал матерными словами. Это человек, который, когда он понимал, что меня по закону Подольский суд может в любой момент выпустить, потому что есть решение Конституционного суда, которое позволяет людей с такими статьями, как у меня, выпускать на свободу, не обязаны держать в тюрьме. Любой другой способ ограничения свободы, в том числе личное обязательство. Чем все это закончилось? Он призвал активистов, так называемых, прийти и воспрепятствовать решению суда. Это в какой стране мира возможно? Когда генеральный прокурор говорит: ребята, идем в суд и не даем принять решение. Поэтому все, что выходит от него, не заслуживает ни малейшего доверия. А теперь, чтобы вы понимали, как этот документ мог появиться. В материалах моего дела есть масса экспертиз. Их больше десятка. Одна из них графологическая, где разбирается, так сказать, мой почерк, просто до закорючек, нажим, поворот и так далее. 2 часа любой более-менее грамотный человек, изучив эту экспертизу, может написать любую бумажку от моего имени. А если это будет делать компьютерная программа, так даже не понадобится 2 часов. Все закачивается, вы сидите, нажимаете на кнопочки, вы пишете тот текст, который вы хотите, и он вам выдает этим почерком. Все. Как только вы мне покажете оригинал этого документа, я готов это с вами обсуждать. Абсолютно. Этой бумаги не существует в природе. Ее никто никому не предъявил и никогда не предъявит. Еще одна деталь. Это, кстати, тоже обратите на это внимание. Она же появилась... Сколько она там? 3 часа провисела у Сарган на страничке. И пропала. Мутный скан, провисевший у Сарган, который потом кто-то там дальше перепечатывал. Они так работают. Хорошо, так работают. Что могу по этому поводу сказать?
Спасибо. Вот там По поводу Цемаха журналист. я хотел бы добавить. Цемах допрошен на Украине всеми, кто хотел. И я бы не переоценивал его роль и не говорю, что он такой особый человек. Он приехал вместе со всеми в составе 33 человек, которые прилетели. Если бы он имел какую-то особую ценность, никогда бы его не отпустили. И если бы его показания какие-то имели. Его допросили и, так сказать, и из Голландии, из Украины и так далее. Но он не пошел на сделку со следствием. Факт. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Да, Евгения представьте. Авраменко, Федеральное агентство новостей. Кирилл Валерьевич, с возвращением, мы его ждали. Вместе с вами были освобождены и приехали в Россию другие граждане Украины. Как думаете, может быть, вам известно что-то, какая их дальше судьба, какая им потребуется помощь? Ну, собственно, не будет ли каких-то препятствий для них, какой видите их судьбу? Спасибо. Значит, смотрите, я очень мало знаком с этими людьми. Ну, с кем-то я познакомился в самолете, с кем-то я познакомился перед посадкой в самолет. Я знаю, что среди них есть люди, которые осуждены, а затем помилованы президентом Зеленским. Это значит, что у них, то есть со стороны Фемиды к ним претензий нет украинской. Значит, другие находятся в процессе, что называется. То есть у них, значит, еще есть какие-то суды и так далее. Понятно, что мне кажется, что сказав А, нужно сказать и Б. Раз пошли на такой шаг, на такой жест, то нужно сделать жест и шаг дальше. Нужно снять обвинения с этих людей. Или, по крайней мере, точно ускорить их процессы, потому что они идут годами. Просто годами. И уверен, что в ходе этих процессов точно будут приняты, если не будет политического давления, будут приняты справедливые решения в отношении этих людей, которые, как на мой взгляд, в большинстве своем, ну я, опять же, понимаете, я не буду сейчас огульно говорить, я не знаю материалов дела разных людей, да, значит, но они, как на мой взгляд, если там есть как-то 111 или еще что-то типа того, ну не виноваты, да. Поскольку 111 она такая вообще эластичная, можно натянуть на все что угодно. Я видел людей, которых сажали в тюрьму за то, что по 111, за то, что, там, будучи в Донецке, они платили налоги. Ну, там, бизнесмен работает в Донецке. В какой-то момент понимает, что, значит, ему нужно переезжать в Киев. Да, украинец, да, граждане Украины, да. Он переезжает в Киев, и здесь в результате разных там обстоятельств попадает в тюрьму. Ему предъявляют вот эти уплаченные налоги. Он смотрит на них, слушайте, так там все преступники. Потому что там платят налоги, коммунальные платежи. Автоматически это подпадает под 258-ю финансирование терроризма. Ну вот сколько там сейчас народу, да? 2-3 миллиона потенциально все преступники. С точки зрения 111, вернее 258, а 111 там еще проще, это можно нарисовать. И ну как эти люди будут возвращаться в Украину? Да, если мы говорим о том, что необходимо примирение, необходимо взаимное доверие двух сторон Донбасса и Украины. Значит, тогда на примере кого-то Украина должна показать, что она готова и умеет прощать, если есть какая-то вина, или что она готова и умеет признавать свои ошибки. Потому что то, что делал Порошенко со страной последние 5 лет, это, мягко говоря, огромная ошибка, которая лежит на репутации страны, не Порошенко. Порошенко где-то там в парламенте. Будет его там политическая карьера как-то дальше развиваться или нет, не знаю. Для страны, как большой политический деятель, как мне кажется, Порошенко вчерашний день. И страна должна признать ошибки Порошенко, признать преступные действия Порошенко, потому что они были, я уверен, на 100%. Исправить ошибки и сделать мужественный шаг. Спасибо. У нас завис Микрофон вопрос по Крыму от коммерсанта, чтобы... Да, давайте, я прошу прощения. Сейчас, подождите. Значит, смотрите, один из украинских политиков еще в 2014 году сказал фразу, которая мне врезалась в память. Он сказал, от нас не территории ушли, не Крым, от нас люди ушли, а они просто живут в Крыму. Они приняли такое решение. И оценивать решение этих людей, правильное, неправильное, в какой плоскости, бессмысленно, потому что это их выбор. Они его сделали. Все. Точка. Это их исторический выбор. Не только личный, но и исторический.
Мне кажется, он справедливым по одной простой причине. Потому что я читал в Херсоне книжку, которая была там в камере на тюремной полке, «Фаворит» Валентина Пикуля. Вторая часть этого романа как раз посвящена освоению Новороссии. 1774, 78, ну то есть 80-е, 90-е годы 18 века, когда Крым и Новороссия осваивались Россией. Крым входил в состав Украины де-юре чуть больше, по-моему, 60 лет. С 56-го, если мне память не изменяет, да? Или с 54-го, ну вот там 50, ну там 60-70 лет. 60 лет, 70. Причем он входил из них в состав, чисто в состав Украины, непосредственно независимый, только 27 лет. Поставьте просто на весы 200 и 27. Да? И тогда вопрос, почему эти люди решили, так поступили, сделали такой выбор, ну, он, наверное, в исторической перспективе отпадет сам по себе. Понятно, что, я вам честно скажу, мне было, конечно, очень тяжело, поскольку я там детство провел в Крыму, мне очень тяжело было ехать через границы, в те места, где я вырос. Потому что я каждое лето проводил в пионерском лагере в Крыму. Это было как-то вот эмоционально тяжело. А с другой стороны, я понимал, что если эти люди так решили, ну какие я претензии к ним могу предъявить? Ну, я там свои там какие-то свой внутренний дискомфорт или просто там дискомфорт такой простой, ну, я сжал в кулак и все. Это их выбор. Это заслуживает гораздо большего уважения и гораздо больше, так сказать, весит, чем все остальные крики там «наш», «не наш», «чей», «ответьте на вопрос «чей». Даже вообще стало такой политической экзекуцией, когда на отборе Евровидения, который мы смотрели в камере, значит, начали члены жюри, которые должны были оценить качество пения, выяснять, насколько политически подкованные исполнители. Мне это напомнило кинофильм «Мы из джаза». Там есть шикарный момент, когда джаз-банда выступает, значит, перед комиссией, они играют в каком-то саду, значит, выступили, и один из членов комиссии такой, ну, даже 20-е годы, встает и говорит: есть вопросы? Да, у нас есть вопрос в джаз-банде. В каком году произошло восстание Спартака? Встает человек, четко отвечает, говорит: мы считаем, что этот джаз-банд может выступать на этой сцене. Ну вот это то же самое. То есть это какой-то большевизм 20-х, 30-х годов худшего разлива. Ну, что произошло, то произошло. Все. Люди так решили. Почему кто-то после этого должен постоянно там что-то в чем-то признаваться? Ну, я же говорю, абсурдная история, абсурдная. Я имею в виду то, что произошло на Украине, и вот эти вот требования: а скажи, чей он? Все. Он российский. Я понимаю, что после слов президента Путина вопрос закрыт, он действительно закрыт. Надо учиться жить по-новому. Надо закрывать 6 тысяч уголовных дел, выданных подозрений, которые, как мне сказали мои адвокаты, значит, на сегодняшний день в производстве у вот этого виртуального управления СБУ с дислокацией в Херсоне. Ну, потому что вы не построите отношения с людьми, которые, пересекая границу, тут же подпадают под уголовное преследование только потому, что они там остались. И находится масса... Рядом со мной в камере соседней сидела девушка Лена на 6-м месяце беременности. Она была одним из участников, ну, входила, в общем, в комиссию по организации референдума. Значит, естественно, что у ее мужа родственники в Херсоне. Люди ездят туда-сюда, через границу. Она ездила с 2014 года не раз. В 2018-м, понятно, что нужны были рычаги давления. Ее арестовали на въезде. Она сидела в соседней камере. На 6-м месяце беременности. Ну, такое, знаете... Ну, не мужской поступок. Ну, вот если политическое руководство страны, да, бывшее, готово это признать, а нынешнее готово это официально подтвердить, да, потому что у них, так сказать, весь инструмент юридической очистки и всего остального. Вот это будет мужской поступок. А беременная девушка в тюрьме, ну, это не мужской поступок. По 111-й.
Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Вот, наконец, микрофон дошел до господина. Добрый день, Евгений Лямин, Первый канал. Этот вопрос здесь звучал, но в обоими 3 вопросов, поэтому был, так сказать, упущен. Вы уже сказали, что вы в статусе обвиняемого. Вы это подчеркнули, судебное заседание продолжается. Ранее вы говорили о намерении туда ездить, на Украину, участвовать в судебных заседаниях. Как вы себе это представляете? Насколько это безопасно и не опасаетесь ли провокаций? Спасибо. Ну, я представляю себе это просто. Покупаю билет, лечу в Киев. Насколько безопасно? Не знаю. Честно вам скажу, что понятное дело, что, конечно, очень было неприятно, когда я слышал, там, выходя из зала, это меня там доводили до автозака, я слышал крики, угрозы, причем не только в мой адрес, в адрес Татьяны Николаевны Москальковой, которая, кстати, огромное спасибо за то, что со мной произошло. Потому что это был единственный человек, которого я видел зримо, да, вот я понимал, что моей судьбой озабочены многие. Но вот персонализировалось это вот в Татьяне Николаевне Москальковой. Она приезжала, держала за руку, она разговаривала с моим отцом, она передавала мне приветы. Что для меня, конечно, было дороже всего. Потому что она встречалась с моими близкими, родными, значит, и принимала участие в моей судьбе, просто вот пошагово, да, просто шагая по коридорам Лукьяновской тюрьмы. Поэтому спасибо еще раз огромное ей. Что касается безопасно-небезопасно, не знаю. Поэтому, это, конечно, как бы вопрос такой риторический. Понимаете, боится тот, кто не чувствует внутренней правоты. В этом смысле я не боюсь. С другой стороны, за меня боятся. Вот честно вам скажу, что жена и мать, они просто вообще ставят условия. Пока не ногой. Суд пока не назначен. Да, поэтому суд не назначен, вернее, у него есть дата, одна из примерных дат, там есть некие обстоятельства, о которых сейчас не буду говорить, и я буду принимать решение, не сегодня точно. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Микрофона дождитесь. Здравствуйте, Кирилл Валерьевич. Представьтесь, пожалуйста. Ой, извините. Слышно? Поздравляю с Анастасией Федоренко, «Московская правда». Поздравляю с возвращением в нормальную жизнь и в профессию. Как вы считаете, как быть тем немногочисленным средством массовой информации в Украине, которые говорят правду, которые рассказывают о том, что на самом деле там происходит? Ведь, глядя на ваш опыт, некоторые могут просто сменить профессию. Спасибо. Смотрите, некоторые, а конкретно наш с Искандером общий знакомый и друг Игорь Гужва, он сменил место жительства. Просто потому, что он оказался в Лукьяновке, я сидел в камере, а напротив меня была камера, которая сказала, а Игорь сидел здесь. Значит, он просидел просто недолго, он вышел и понял, что нужно уезжать, потому что он вернется туда надолго. Конечно, непросто. В редакции «Страны.ua», как минимум, я помню один обыск на моей памяти. И это не только «Страна.ua», Володя Скачко где. И много там, я могу загибать пальцы, да. Значит, кто-то сидел, как я, там, Данилец и Василенко. По-прежнему под домашним арестом мой коллега Вася Муравицкий в Житомире. Значит, у него второй ребенок недавно родился. А его, кстати, арестовывали в роддоме. Он пришел 2 августа 2017 года, значит, проведать жену, и его в роддоме с помпой такой, то есть с масками, с силовым подразделением СБУ. Причем, чтобы вы понимали, этот человек, я думаю, что Вася не обидится, но он, как это сейчас принято говорить в молодежной среде, классический ботаник. Худой, в очках, и здоровые спецназовцы рядом с ним в роддоме. Он вышел от жены, подержал в руках ребенка. Понимаете, конечно, в такой ситуации дело же... Ребенку было несколько дней, да? Да. То есть жена вот только родила.
А выстрелы из гранатомета по зданию 112-го, это недалеко от Лукьяновского СИЗО. 4 часа ночи я проснулся, бабахнул, мы думали гром. 112 канала. Да, 112 канала. То есть подошли, посмотрели, нет, вроде небо чистое. Интересно. Утром включаем телевизор, торчит остатки оперения гранаты. Ну, это давит, конечно. Понимаете, пример коллег, когда понимают, что вот его могут... Его в роддоме взяли. В роддоме. От жены вышел. Ну, а ты работаешь, а где гарантии? Шандарашат из гранатомета, сажают. Понятное дело, что... Бузину убили, Шеремета убили. Да? То есть студию Интера сожгли, хотели сжечь там людей. По чистой случайности оказался выход на крышу. Ну, мы же все это... Понятно, что это точно не добавляет оптимизма. Но с огромным уважением к моим коллегам, которые все это переносят и остаются верными профессии. И в этом смысле я считаю, что точно что-то должно серьезно измениться. Повторюсь, что нынешнее политическое руководство страны должно взять на себя смелость признать ошибки, преступления прошлой политической власти и исправить ситуацию кардинально. Прекратить давление, разобраться наказать убийц Олеся. На мать страшно смотреть. Дело чести для нас, раскрыть это убийство. Прекрасно помните политические заявления. В том числе и нынешнего министра внутренних дел. Вроде как раскрыли, а в суде все равно все уходит в песок. То есть, да, вот они виновники. Да, там совершенно такие железобетонные доказательства. И что? Они вышли на свободу. Они вышли из СИЗО, их качали на руках. И все помнят эти кадры. Под поручительство народных депутатов. Тоже, знаете, такая история для прошлой Рады, мягко говоря, не красящая ее. Поэтому есть надежда. Пока, я же говорю, она такая, может быть, слабая, но есть надежда, что что-то в положении моих коллег на Украине изменится. Ну да, я бы хотел еще факты по Игорю Гужве. Там страну они и обыскивали, там попеременно сначала обыск, а потом погром там любительский. Тоже было с газетой «Вести». Сейчас Игорь находится в Вене, управляет успешным проектом «Страна ЮА». Вот таким вот интересным образом. Да, Дмитрий Константинович? Да, громили редакцию «Вестей» еще до этого, врывались. Ну да, и самое главное, что это попеременно было. Вот сначала заходят эти маски-шоу, потом с дубьем люди. И вот такое сотрудничество. Киевское радио «Вести» прекратило существование, потому что управляемый в тот момент Надсовет... Микрофон включите, пожалуйста. Сейчас заработало, извините. Я не нажимал на кнопки достаточно долго, последний год с лишним. То есть там можно зажимать пальцы и называть фамилии, названия редакций, на которых давили, которые перестали существовать, потому что додавили. Кого-то выдавили, кого-то посадили. Есть проблемы со свободой слова на Украине. Чего тут скрывать? Они есть. Это надо признать мужественно. Либо, по крайней мере, если не признаете, хотя тогда исправьте ситуацию. Сделайте другой тихий, мужественный поступок. Отмените санкционные списки для российских журналистов. Прекратите дела в отношении журналистов. Сделайте это как-то, сохранив там лицо. Закройте «Миротворец». Закройте «Миротворец». Причем это же требование было, извините меня, даже не российских журналистов, не украинских, европейских. Если Украина европейская страна, как это утверждал президент Порошенко, и движется в Европу, сделайте европейский поступок. Накажите этих людей. Закройте сайт, накажите этих людей. А то это сплошная провокация. Все данные личные. Вплоть до фотографий. То есть вот он список, да? Иди, фотографии детей, видео. Бей, круши, стреляй из гранатомета, бросай гранаты. Все, у тебя все есть, адреса, явки, пароли. Давай, иди разбирайся. На кого хочешь, на того и надавишь. Стыдно. Еще раз повторюсь, что на самом деле, главное, что у меня есть сейчас, наверное, у меня стыд за это все. Потому что я же тоже гражданин Украины, это же моя страна. Я гражданин двух стран, и у меня две страны в этом смысле. Гражданство. Но Украина — это еще и моя родина. Но родина не может так себя вести. Стыдно.
мне стыдно в этой ситуации. Стыдно и жалко, что вообще вот 5 лет это все продолжалось. Так, спасибо. Еще вопросы? Нет, вы уже это... И вы уже. Ну хорошо, давайте. Вот вы 3... Все, один. Обещайте коротко. Да, Кирилл Валерьевич, после того, как ваш самолет приземлился, были фотографии, где вы купили несколько букетов цветов. Вот расскажите, кому вы их подарили, и как вас встретили дома, как вот вы провели первые дни на свободе? Я купил 3 букета цветов. Один я подарил Татьяне Николаевне Москальковой со словами глубокой благодарности. 2 остальных букета, один для мамы, другой для моей жены. У нее вчера был день рождения. Вот вчера мы это торжественное событие отмечали. Про самолет, пока я не забыл, мне кажется, что это очень важно. Было очень много вопросов, как я оказался на борту этого самолета. Ну, в том числе вот связанных с этой бумажкой. Я вроде как отказываюсь, а потом вдруг я на борту и так далее. Ну, если позволите, начнем как это самое, как в цирке, да? Значит, а теперь в чем секрет фокуса? У меня, я вышел 27 числа из здания апелляционного суда, имея на руках только обязательство перед судом указывать свое местоположение, вернее, место жительства, не встречаться с определенным кругом людей, поскольку они принимают участие в процессуальных действиях, и являться по первому вызову в суд. То есть меня ничего в этот момент в моих передвижениях не ограничивало. У меня был билет на 28 число в Москву. Я собирался улететь. Ну, прямого сообщения нет. Мы договорились увидеться в Киеве. Я купил билет. Кирилл, в Минске. Кириллу купили билет. Я купил билет. И мы договорились увидеться в Минске. Да. Но раздался телефонный звонок. И меня попросили задержаться в Киеве и улететь вот этим бортом, на котором летели все. Ну, мне сказали, ты же понимаешь, что... Кто это? Да? Интересно, кто звонит? Мне самому интересно. Звонила Татьяна Николаевна Москалькова. Она сказала, ну ты же понимаешь, что атмосфера доверия, мягко говоря, очень шаткая, что надо как-то ее укрепить. Для того, чтобы вдруг не возникло шальной мысли, что ты сел в самолет, улетел, а дальше можно ничего уже не делать, да, потому что, так сказать, ты на свободе, и все хорошо, и все. Задержись, пожалуйста, да, значит, и прилети со всеми, чтобы это был такой, ну, некий знак того, что все обязательства будут исполнены в тот момент, когда будут все обязательства исполнены с украинской стороны. Потому что, ну, это не секрет, что это была так называемая зеркальная история. Один самолет взлетал здесь, другой взлетал в Борисполе. Значит, где-то они там виртуально пересекались, да, в воздухе, значит, и примерно одновременно сели. Поэтому сделай, пожалуйста, это. Мы будем тебе очень благодарны, потому что это укрепит доверие. То есть вы стали в какой-то степени гарантом этого процесса? Ну, я не беру на себя там каких-то особых ролей в этом процессе. Да? Значит, но поскольку просьба была, я эту просьбу выполнил. Поэтому там были крики, вой и так далее. Вот, он обещал, он говорил, а на самом деле он не то говорил, а что думал, а думал то, что не говорил, ну и такое все. Да? Значит, я поэтому вот объясняю мое... перемещение на этом самолете из Киева в Москву. Я выполнил просьбу, а я не мог ее не выполнить, потому что я чувствовал себя обязанным сделать то, что меня просят, потому что слишком много было усилий потрачено на то, чтобы... я должен был это сделать, я это сделал. Ну да, это 10 дней такие дорогого стоит тоже, я могу понять. Но мы где-то подошли к последнему вопросу, если он и имеется у публики. Все очень хорошо. Тогда спасибо вам большое. Спасибо, Кирилл. Очень интересное интервью, просто захватывающее. Тебе здоровья. Вот, делись этим опытом и своими знаниями. Мы очень рады приветствовать тебя здесь. Всем спасибо. До свидания. Мы закончили. Да, спасибо большое, коллеги. Спасибо, Кирилл. Что?